Укрепить 2,5 километра берега. В Нижнем Бестяхе в усиленном режиме ведут работы по сохранению речного уступа. В Алдане прошла встреча жителей с главврачом. Они смогли задать интересующие вопросы касательно медицины в районе. Якутяне в столице страны. Инклюзивный театр «Маленький принц» гастролирует в Москве. Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. Угроза паводка с каждым днем становится все серьезнее. Региональный МЧС прогнозирует возможное затопление 123 населенных пунктов в 24 районах Якутии. Общее число населения составляет свыше 45 тысяч человек, в том числе более 15 тысяч дети. Бороться с последствиями паводка призвана группа сил и средств якутской территориальной подсистемы гражданской обороны в составе более чем 16 тысяч человек, 2000 единиц техники, 127 плавсредств и 15 единиц авиации. В усиленном режиме идут работы по укреплению берега поселка Нижний Бестях. Мероприятия вошли в федеральную целевую программу еще в прошлом году. В 2017-м на работы направили 70 миллионов рублей, а уже в этом году предусмотрели 100 миллионов. Общая протяженность берегоукрепительных работ составляет более 2,5 километров, из которых на сегодняшний день уже укрепили 2000 погонных метров на отметке 86 метров. Задействовали порядка 40 единиц спецтехники, они будут работать еще до конца этого месяца. Следующие работы запланированы на следующий зимний сезон 2018-2019 годов. Каждый год в связи со смытием берега у нас обрушение скал где-то примерно в год 5-6 метров идет обрушение скал, что создает опасность не только для объектов жилья, но и для социальных объектов. Они очень близко подошли. Стал известен примерный график снижения грузоподъемности на ледовых переправах. Вы можете видеть его на своих экранах. Службы сообщают, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий. Компания «Алроса» продолжает поиск возможностей для возобновления работ на руднике «Мир». С этой целью Институт Якутнепроалмаз заключил договор с Центром прикладных исследований и инноваций на организацию и проведение соответствующего научно-практического изыскания. Темой станет опыт и практические шаги по восстановлению горнодобывающего предприятия после аварии. Конференция состоится в Мирном 20 июня этого года. Напомним, недавно «Алроса» подвела итоги конкурса на проект по восстановлению добычи на руднике. Первое место не присудили ни одному соискателю. Решить проблему транспортного сообщения. Новый мост через реку Верхний Куранах протяженностью 12 метров должен соединить два микрорайона поселка городского типа Ленинский в Алданском районе. Сегодня имеющийся деревянный мост находится в аварийном состоянии, а новый, в свою очередь, построят уже из металлической конструкции. Средства на работы предусмотрены в республиканской программе поддержки местных инициатив. В Нерюнгри закрыли частную клинику. Деятельность общества «Комфорт» приостановлена по итогам проверки прокуратуры города. В ходе нее установлено, что у юридического лица нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом арбитражный суд оштрафовал общество «Комфорт» на 40 тысяч рублей. В Алдане прошли плановые встречи главврача Центральной районной больницы с населением. В ходе диалога жители города и близлежащих поселков узнали о положении дел и изменениях в здравоохранении, а также смогли задать главному врачу вопросы частного порядка. Что интересует жителей, узнавала Татьяна Вахнина. Куда в ближайшее время переедет служба скорой помощи и почему отделение реабилитации заменило действовавшую ранее физиотерапевтическую службу? С рассказа о текущем положении дел начал беседу с жителями Алдана главврач Центральной районной больницы Иван Иванов. Так как у меня маленький ребенок, меня интересуют вопросы все, касающиеся детей. И те вопросы, которые касаются иногда и здравоохранения. Встречи с населением Алдана и близлежащих поселков главврач районной больницы проводит регулярно. Одной из ключевых тем последнего диалога стало отсутствие медработников в учреждениях образования. Ранее гигиенисты относились к Минздраву, теперь они являются сотрудниками сферы Минобра, а зарплата школьного инструктора по гигиене на порядок ниже, чем у медсестры лечебного учреждения. Главврач выразил уверенность, что со временем ситуация с медицинскими кадрами в образовании стабилизируется.
Цель – это доведение до населения тех изменений и тех плюсов, которые будут вследствие этих изменений, да, в нашем молдавском здравоохранении, потому что это касается, в общем-то, всех. Вот, чтобы не было каких-то переосмыслений, там, неправильных мышлений. Да. Сотрудники Центральной районной больницы отмечают, что у жителей поселков вопросы есть всегда. А вот готовность алданцев к открытому диалогу оставляет желать лучшего. Активность граждан отнюдь не высока. Как показывает жизнь, главврачу чаще задают вопросы частного порядка, которые требуют незамедлительного решения. Кого-то интересует направление к специалистам в другие города, в Якутск. Ну, так как немногие желают поехать в Якутск, ездят в Благовещенск, интересуются, есть ли договор, чтобы можно было бесплатно пройти обследование в Благовещенске. На встречах с жителями города и поселков звучит немало иной важной информации. Например, какие специалисты привлекаются в район и на что могут рассчитывать пациенты в рамках реализующихся муниципальных, республиканских и федеральных программ. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Алайховском районе в связи с увеличением порога заболеваемости детей ОРВИ и ОРЗ приостановлены занятия в общеобразовательных учреждениях, а именно в Чокурдахской, Русско-Усть-Инской школах, в детском саду «Олененок». Приостановка продлится до 16 апреля. По информации Алайховского улусного управления образования, в связи с ростом заболеваемости с 12 апреля на карантин закрывается и детский сад «Светлячок» в поселке Чокурдах. Вчера, 10 апреля, было принято решение, что в нашей средней Чокурдахской школе объявлен карантин. Карантин объявлен включительно до понедельника, до 16 числа, в связи с превышением порога. По нашей школе заболевших на вчерашний день составляло 83 ребенка из 198 присутствующих по факту детей. Безработным гражданам предоставляются субсидии для открытия своего дела. Финансовую поддержку выделяет Департамент занятости населения. С прошлого года эта сумма повысилась в 2 раза и составила 150 тысяч рублей. В этом году субсидию получат около 300 безработных граждан. С помощью этого они смогут открыть свое дело в сфере услуг, производства, а также Департамент занятости проводит специальные курсы. Если анализировать из прошлых лет, у нас в основном где-то 60% это идет производство и услуги. Ну и также пользуются, значит, непосредственно услуги и работы в сельском хозяйстве. А мы с прошлого года работаем совместно с муниципалитетами. И администрация муниципальных образований, непосредственно служба занятости рекомендует, значит, виды отрасли, которые необходимы для открытия собственного дела. В Хангаласском районе в течение года будут построены 7 новых канибаз. В 2016 году указом руководителя региона было принято решение ежегодно на условиях софинансирования предоставлять из бюджета республики 100 коневодческим хозяйствам господдержку в размере 1 миллиона рублей на строительство канибаз. В прошлом году эти гранты получила первая сотня, из них 12 коневодческие хозяйства из Хангаласского улуса. Стоит отметить, что он занимает лидирующие позиции по табунному коневодству. В районе на данный момент насчитывается 100 коневодческих хозяйств, из них 10 крупных. В этом году было подано всего 8 заявок, из них наши хозяйства прошли 7 хозяйств. В прошлом году наш улус тоже участвовал в данном конкурсе по отбору коневодских баз. Там было всего подано 19 заявок, из них всего получили 12 хозяйств. Критерии очень жесткие, потому что это там не менее 60 кобыл в данном хозяйстве должно быть, и протяженность от населенного пункта не менее должно быть 60 километров. Но это очень острые требования, этим требованиям все попадают. В Южной Якутии торжественно открыли первенство Дальнего Востока по боксу. В течение 5 дней на ринге стадиона «Шахтер» юноши 15 и 16 лет будут доказывать свою силу и мастерство. До 12 апреля включительно пройдут предварительные бои, а уже 13 и 14 боксеры сойдутся в финальных схватках. Победители соревнований, кроме заслуженных наград, получат также путевки на соревнования федерального уровня. Особо стоит отметить широкую географию участников. Более 100 юных боксеров представляют Якутию, Камчатку, Магадан, Сахалин, Хабаровский край и Амурскую область. Приехало из 7 регионов Дальневосточного федерального округа 108 участников. Вот. Ну, в основном здесь есть и
сильнейший боксер России, даже есть победители Европы, России есть, призеры России есть, поэтому я думаю, здесь будет очень хороший бокс. Неподдельный интерес публики вызвал якутский инклюзивный театр «Маленький принц». Сейчас он гастролирует в Москве. На спектакле, который проходил на площади Революции, побывали и наши корреспонденты. Самый центр столицы отдан в эти пасхальные дни артистам разных жанров, разных театров, разных возрастных групп из разных городов России, в том числе и из Якутска. И все это благодаря тому, что театральный фестиваль «Золотая маска» давно уже расширил свои границы рядом интересных проектов. Нынешний «Золотая маска» в городе называется «Пасхальный дар». Я работаю с замечательным инклюзивным театром «Маленький принц». Саха, Якутия. Они замечательные абсолютно люди, которые делают очень большое дело. Дать возможность почувствовать детям и взрослым с особенностями развития, с инвалидностью в среде здоровых людей. Это очень важно. Это оплачивает Департамент торговли города Москвы, который устраивает этот замечательный фестиваль, эту замечательную городскую программу. И «Золотая маска» в городе, пасхальный дар для маски, является частью этой большой программы. Театр «Маленький принц», созданный 6 лет назад при благотворительном фонде «ХРСАЛ», живет интересной и насыщенной жизнью. Ребята рады любой возможности показать широкой аудитории свое мастерство. Мы привезли сюда спектакль, наш последний спектакль, который мы поставили, «Алгыс». Но мы его уже давно поставили. Мы с этим спектаклем уже были этим летом на международном фестивале в Германии, в Берлине. Международные встречи. И вот сейчас нас пригласили на программу «Золотой маски. Пасхальный дар». Конечно, мы вместе с ребятами очень-очень рады и очень так неожиданно и такой хороший, такой фантастическая такая программа. У меня другого слова для этого нету просто. Скажем прямо, спектакль вызвал неподдельный интерес публики. Артистам сопереживали, вместе с ними радовались интересным эпизодам, ну и, конечно, громко аплодировали. Мы очень счастливы, что мы здесь. Спасибо огромное «Золотой маске» за то, что дали такую возможность нам тут выступать. А сами исполнители, находясь в приподнятом настроении, отправили приветствие родной республике. «Маленький принц» – это театр добра, взаимоуважения и единения детей не только с ограниченными возможностями. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Я также напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и до встречи на Якутия 24.